Ну и снова здравствуйте, друзья. Среда 10 мая. Почти 6 часов уже без 5. И мы наконец-то опять заезжаем на Весновку. Но уже не для того, чтобы как бы побыть там, поохотиться, порыбачить. А уже в основном для того, чтобы вывести все вещи. Как будем вывозить, я не знаю. Вон, смотрите, что стало со снегом. Вернее, его не стало. Как будем выезжать, не знаю. Володя еще там, но тоже не сегодня-завтра собирается выезжать, созванивались. Заезжаем с Ромкой. Ромку оставил на прямой дороге, чтобы он дошел. Как вы видите, даже не подъехал сюда на мотобуксировщике на урагане, чтобы его лишний раз здесь по буеракам не мучить. В общем, вот загрузился, взяли немножко продуктов, топор, патроны, рюкзачок. Ну, все самое необходимое, потому что завозить уже туда смысла нет, надо оттуда все вывозить. Ну и поедем, дай бог доехать, ну а там видно будет, что и как. По плану у меня пару дней побыть еще там. Ромка, не знаю, в зависимости от обстоятельств, может завтра выехать, может послезавтра, там видно будет, там у него свои какие-то дела. В общем, все, заходим. Весновка не то чтобы продолжается. На закрытии Весновки завершается Весновка у нас. Да, в этом году она толком не получилась. 30-го умер Саня Калина. Пока похоронили. Потом был у меня рейс, вы сами знаете уже. Я съездил на работу. Потом были неотложные дела. Потом 8-го было 9 дней Калине. Помянули. Вчера 9-го был праздник Победы, семейный праздник, по традиции делали шашлычки, собрались всей семьей. Ну а сегодня 10 мая, вот опять заезжаем. Время летит стремительно, время летит очень быстро. И уже через неделю уже все, пора будет ружье зачехлять. И заниматься уже чем-нибудь другим. Рыбалкой на продольнике. Ну, есть чем заняться в деревне, поверьте мне. Вот. Немножко грустно, что все так получилось, но без уток мы уже не остались, немножко постреляли разок удачно. И надеюсь, если все нормально получится, этот заезд тоже что-нибудь добудем. Поехали. Ну, вроде загрузились. Все. Пока-пока, друг Логан. Вон. Заметьте, сколько было снега, когда мы заехали в первый раз заезжать. Когда мы заезжали на урагане здесь, вровень с дорогой. Это около 2,5 метров здесь на бровке было снега. Вот здесь. Здесь вот так вот мы заезжали. Вровень с дорогой, выше моего роста, да. Больше 2 метров снега было. И сейчас уже ничегошеньки не осталось. Здесь вот мы разворачивались, ездились, но по буеракам последний раз разворачиваться без снега было уже проблематично. И ураган оставили в лесу. Все растаяло. Ну и теперь, пока он без корыта, обратный путь для него будет что-то с чем-то. Ну, егоный брат универсал здесь со своими обязанностями справлялся неплохо. Я так думаю, Сибирь тоже не подведет. Люлей, конечно, он получит. Но что делать? Вот он. Вот он, мой дружочек. Мой дружочек-пирожочек. Все. Загружаемся. Загружаемся и выезжаем. Ну вот, как я и ожидал, снега больше нет. И теперь ураган не снегоход получается, а вездеход. Будем ехать по воде, будем ехать по траве. Хуже всего в этом случае управлять. Хуже всего управлять.
Потому что здесь у меня не колесная подвеска, а склизовая. Что теперь? Попробуем. О. Вот такие вот места тоже очень опасны. Они глубокие. Лужи здесь глубоченные. И колея. Слева-справа колея. И даже не знаешь, где лучше проехать. Попробуем посередине. Там, где есть немножко снега. Главное в колею не попасть. Как-то вот так. Будем преодолевать все эти препятствия. Не знаю, догоню я Ромку, не догоню. Ему сейчас идти намного проще, чем мне ехать. Все. Вот дальше снег кончился. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. Лишь бы склизы выдержали. Но так как вода есть, я так думаю, смазка будет. Опа. Погнали. Так, а вот здесь. А вот здесь лучше, наверное, мне будет съехать. Ехать куда-то на объездную, потому что там очень глубокая лужа, очень глубокая я. Ладно, друзья, думаю, вы сами все видите, как, почему я сюда полез. Вот, вы сами видите, здесь просто местами лужи очень и очень глубокие. И как бы нафиг это надо. Будем по возможности, где можно объезжать. Ну а где будем плавать, что теперь. Если что-то будет страшное, ужасное, сделаем включение. Ну а пока едем, как получается, так и едем. Ух ты, ах ты! Все мы космонавты. Плаваем. Он еще у нас и водоплавающий. Корыто местами даже до земли не доходит. Да, даже не верится, что еще 10 дней назад здесь было очень и очень много снега. Вот. Все. А снег ему вообще не страшен. Вот самый талый снег вообще. Сырой снег. И он просто тупо едет. То есть ему вот такой вот снег, по которому можно ехать, где снизу нет воды, вообще не страшен. Но таких участков, думаю, осталось уже очень и очень мало. А вот на этих участках ехать уже наоборот стало проще. В прошлый раз я тонул в снегу, глубокий снег был, под ним много воды, то теперь вода ушла, остался просто ручей. И как бы я не сказал бы, что комфортно, но уже можно проехать. Вон, где я ехал в прошлый раз, я просто тонул. Здесь было просто по трусы воды около метра, наверное. Вон, здесь даже немного осталось. Вот здесь я буксовал на бревне. Не, нормально.
Я так думаю, обратно будем выезжать уже проще. Вода будет, ну не знаю, не будем загадывать. Пока едем. Ромка тоже вон скачет, как сайгак. С кочки на кочку. Ему наоборот. Этот снег нафиг не нужен. А урагану красота. Ладно, пока едем. Что, пока едем. Впереди сложный участок. Вот, эти пеньки тоже высоко торчат. Господи, помоги. Господи, помоги. Очень глубоко. Нормально. Вроде проехали. С Божьей помощью проехали. Так, а теперь ходом не останавливаясь до снега. До спасительного снега. Вот так вот. Немного еще есть снега, это хорошо. Так что долго задерживаться там нам не стоит. Ну вот и ромашку догнали. На этот раз лунатиком. Все, подзамотался? А? Не понял. Нифига не по насу бегать. Ну да. Но попробуем здесь по снегу хоть немного. Или сложнее будет садиться, да? Сидеть, держаться. Да я дойду, тут осталось-то. Но. Видишь, снег местами еще много. Обратно будем выезжать. Этого снега не будет. Вот тогда и будет напрягаться ураганушка мой. Тяжеленные корыты тащить. Ну а вот здесь снегом уже и не пахнет. Хорошо, еще водичка есть немножко.
Фу. С Божьей помощью доехали. Сказать, что это было легко. Нет, вернее, сказать, что это было тяжело, это ничего не сказать. Но выезд был сложнее, так что я так думаю, если все будет нормально, дай бог отсюда еще выехать нам. Ну все, теперь ждем Романа. Посмотрим, где Володя, и будем готовиться к вечерней зорьке. Сегодня мы приехали еще светло, так что к вечеру, надеюсь, все получится. Ничего. Распределили весь груз, что привезли по рюкзакам. Стало 2 таких огромных рюкзака. Ну там, конечно, и патроны, боеприпасы, и перекусить, и чаю попить, немножко рыбацкого на ночь, потому что заезжаем с ночевкой. В избу не стали уже заходить, время терять, потому что Ромку я сейчас закину в один конец озера, а самому придется пилить около 2 километров в другой конец озера и там приготовить шалаш. А где у нас масс-сеть? В моей палатке. В твоей палатке масс-сеть, да? Надо будет там приготовить масс-сеть. Приготовить это мы еще не готовили, потому что озеро было подо льдом. Теперь, надеюсь, озеро растаяло уже. В общем, времени у нас нет от слова совсем. Надо все сделать быстро. Все. А, ты чулки взял и все, да? Да. Ну, все, погнали. Нужны? Мне нет, у меня брони нормальные. Дай бог, не продыряйте. Все, погнали, погнали. Время, деньги. Время утки. Так, ну что, друзья, планы меняются прямо на глазах. Романа оставляем здесь, на палатке, с теплым спальником. Сам хотел плыть на другой конец озера, так как мы видим, что озеро полностью растаяло. Поставил 2 чучела хохлатой чернити напротив зарева, чтобы Ромке было видно, если что, сюда подсядут. Потому что здесь вот ни хрена не видно на фоне леса. Этих переставлять пока не буду, чтобы их не боялись, наоборот. А 2 чучела, самец и самка, туда уже могут подсесть. Только это думаю туда плыть. Короче, к Вовиному шалашу туда плюх. Начали садиться утки. Я так решил, ветер, ладно бы ветра не было. Против ветра 2 километра я буду до темноты только хлопать веслами, чтобы доплыть туда. В общем, принял решение. Пойду-ка я сегодня еще на болото схожу. Вечерку, утрянку. А потом утром видно будет. Утро вечера мудренее. Если что, днем, завтра, если я решу остаться, днем уже соберусь конкретно уже и пойду сюда. Этот разберу, а туда поеду. В общем, поехал я вот туда вот на болото. Давай, Роман, ни пуха, ни пера. Одежда есть, все есть, да? Все есть, да. Но будешь замерзать, если уже конкретно что-то приспичит. Папа приедет за мной, да? Свести, да, как-нибудь да приедем. Если что, вот на эти жердины, которые на земле валяются, может быть, как-то можно будет туда подложить. Но лучше не надо. Скользко поскользнешься, еще хуже будет. Так не рискуй. Придумаем что. Лучше, если уже я вот так вот обошел тогда и там прошел. Ну ладно, если что, свести. Погнали в тот шалаш. Володя там крякает. Вот у него по центру озера шалаш на той стороне. В общем, устроим канонаду. Погнали. Так, в общем, друзья, подъезжаю к Вовкиному шалашу. Вот у него старый шалаш слева. Прямо по курсу наш шалаш старый. А справа вот это Вовкин новый шалаш. Поднял стайку серых уток. Штук 30, наверное. Ну, там дальше штук 5 уток даже не взлетели, продолжают плавать. Какие-то страшные. Метров 100 от меня. Как видите, я весь в белом свитере, раздел куртку. Но они меня совсем не боятся. Можно было бы, конечно, пройти пешком по лесу, но добираться по болоту до шалаша дело это неблагодарное. Раньше как-то я не боялся, ходил. И Ромка ходил. Сейчас что-то болото стало опасно. И
Что-то уже страшновато становится. Не знаю, куда я дену лодку. Попробую рядом с шалашом оставить. Но если утка будет бояться, если вечером садиться не будет, то придется сдуть ее и занести в шалаш. Вон. Утки так и отплыли, даже не взлетели. Он, получается, построил метрах 40, 45 может быть, от моего шалаша ближе к берегу. Ну, тут воды хватает. Я так думаю, если мы лодку спрячем, что-нибудь да должно полетать. Тут у него целая избушка уже с крышей, со всей фигней. Сделано на совесть. Сейчас зайдем, посмотрим, что да как. Ну вот, приехали. Сейчас я даже попробую занести лодку, если получится. Все, выгружаемся. Ну вот, друзья, как-то вот так. Вот такой вот Володин шалаш. Устроились вот так вот. Лодку спрятали вот так вот. В принципе, сильно не видно. Вот немного вот пол лодки торчит, но посмотрим. Если будет шугаться, раздуем и занесем вовнутрь, чтобы 100 раз не надувать. Пока оставим так. Я так думаю, сильно пугаться не должно. Посмотрим. Такой тут обзор. Нормально. Тут вот такой обзор. Тоже нормально. В общем, все. Готовимся. Одеваем куртку. Наливаем чайковского. И готовимся к просмотру вечернего шоу под названием «Охота на весновке». Как-то вот так. Где-то утки сели. Широконоски. Далеко. О, как раз между мной и Ромкой. Подплывают. Да ёшкин-то кот. Подранки, сука.
2 подранка. Терпения не хватило мне дождаться. Не хватило терпения. Думал близко, а тут метров. Сколько метров тут? 45, наверное, 50 почти. Дай бог подохнут. Ну ладно, пусть работают как чучела. Пойдем перезаряжаться. Так, время 3 минуты 10. 9 часов. А еще что-то видно стрелять. За неделю много чего изменилось. Так, наши широконоски вроде бы крякнули. Пока нет, шевелятся, еще шевелятся. Пролетело еще 3 утки, я не понял. Связь или эти шелохвости. Ну давай, доходи уже, блин. Потому что если они потеряются, то это будет конец фильма. Они могут в лес уйти и там спрятаться, потом только ворона сожжет. Видишь, патроны были заряжены. 3. 3. Как его? Азот. Сибирь. Дробь крупная, но и поменьше. Сейчас зарядил СКМ-4. Ну, далековато, конечно, далековато. А ближе к шалашу они почему-то не подплывали. Видать, что-то заподозрили. Ладно, посмотрим. Вон. Одна вроде бы все дошла. 2 еще крылышками хлопает. Дай бог тоже дойдет. Если наоборот не очухается, не улетит, бывает и такое. Ладно, друзья, ждем дальше. Итак, друзья, время 15 минут 10. Начало темнеть, видимость, наверное, уже никакая. В общем, с 3 выстрелов там вот 2 широконоски остались, но одна не шевелится, 2 нет-нет, да крыльями шевельнется. В общем, будем мониторить, чтобы ночью не утащили совы. Утром ворона. Сейчас я за ними не пойду по-любому, потому что может до темноты еще полетать немножко утка. Володя молчит, не стреляет. От Ромки был 1 выстрел. Говорит, добыл хохлатую чернить на озере. Подплыла. Одиночка. Не знаю, удастся ли нам собрать их утром. Но если все получится, то 2 широконоски, 1 чернить хохлатая у нас уже есть. Пока есть. Там видно будет. Ладно. Как стемнеет, смысла по темноте, я думаю, снимать нет. Тем более с этого шалаша, наверное, вряд ли что-то будет видно. Сделаем включение при сборе урожая. Ну или утром уж, когда будет что-то видать. Вот уже. Тут уже ничегошеньки не видно. Если там на озере Назареве еще что-то видно, здесь практически уже не видно ничего. Так что до утра. Всем пока. Так, как мы видим, время 10 часов. Видимость немножко еще видно. Но не везде уже. На фоне леса уже ничего не видать. В общем, такой расклад. За это время был выстрел от Ромки. Говорит, Чирка, что ли, там пострелял.
Ко мне садились парочка шилохвостей. Стрелял по белому пятну, по селезню. Ну, вроде разлетелись в разные стороны. Сюда, с этой стороны садилось 4 утки. Отчетливо выделялся белый самец. Я даже не понял, что это были за утки или шилохвость. Но хохватая не должен шилохвость, наверное. Выстрелил. И отчетливо было слышно, что хлопало крыльями подранок, но сейчас я его не вижу. В общем, будет утро. Дай бог, мы его там найдем. Так, утка не летит. Где-то там вдалеке слышно крякает кряка в траве. И чирок где-то тюркал. Трюк-трюк. И все. И больше никого, ничего. Володя, слышно, подошел к избе. Песни пел там что-то. В избушку мы не пойдем. Осталось 3 часа до света. 2,5 где-то, наверное. Так что будем ждать здесь в шалаше рассвета. Может быть, что-то ночью пролетает на заре, может, видно будет. Может быть, поутру что-то полетает. Все. О, видно. Ага. Между мной и Ромкой опять сидят утки. Ну что, показываю вам, все равно ничего не видно. Я вижу, вот они там фыркают, играют, гуляют. Скорее всего, это тоже широконоски. Но молча, на этот раз молча. И не в таком количестве. Вижу, волна идет. Может быть, подплывут ко мне. Посмотрим. Ладно, все, выключаемся. Термос чая есть. Перекусить есть еще. Может быть, чашечку рыбацкого махану для сугрева. Не больше. И будем ждать утреннюю зорьку. Утрянку. Все, до утра. Доброго утра. Время час. Если быть точнее, 1:04. Начало немножко светать. Зашевелилась утка. Сели широконоски. В общем, вот там вот широконоски. Метров 70, наверное, от меня стайка села. И самое главное, под моим плотом плавает утка. Я заметил. Прямо здесь выплыла, опять заплыла, я не знаю, это подранок или живая утка. Но это была хохлатая чернить. В 2 метрах от меня была, и сейчас она под моим плотом. Ночью так себе немножко полетала в течение 2. Было очень холодно, замерз. Пару раз садились утки, но было темно и ничего не видно. Там стрелял по белому пятнышку. По самцу не знаю, осталось нет. Вот взлетели. Широконоски взлетели. Есть парочка тоже плавала далеко отсюда. В общем, ждем. Может быть, что-нибудь прилетит. Ну, под моим плотом точно есть утка. Я не знаю, подранок или подранок. Здесь вот она будет. Хохлатая чернить. Или это мой ночной подранок? Ладно.
Смотрим, слушаем, готовимся к стрельбе. Так, был выстрел от Романа. Был выстрел от Ромки. Роман первый начал утреннюю стрельбу. Это хорошо. Второй раз. Добивает. Летят. Черки. Вот сейчас самое время. Бывает так, что 10 минут полетают и все. Взлетели. Я их не заметил. Метров 50 от меня сидели, оказывается. Так, сели. Чирочки. Так, есть один чирочек. Так, ну что, начало есть. Это хорошо. Вот один чирочек остался. Еще что-то сел. Так, вижу пятнышко ночное. Утка все-таки у меня осталась. Ладно, потом заберем, если что. Копрос. Так, что-то пролетело. Блин, летает, ни хрена не вижу, кто что.
пошла веселуха. Не знаю, надолго ли, но болото ожило, начали шевелиться. Сели два черка. Еще двое сели. Стая птица хорошая. Сели два чижочка. Но далековато. Метров 50, наверное. Сели две утки, не вижу. Кто из них самка, кто самец. Мой подранок ожил. Прям под шалашом плавает. Шевельнулись, вот она. Есть. Еще нет, что ли, блин? Блин, далековато. Вроде добил. С третьего раза, блин. Ну, видали, да? Сели, блин. И не шевелились в течение, наверное, 5 минут. Только потом пошевелились, я их заметил. Подранил самца. С третьего раза вроде бы добил.
Ничего себе. Остался. Сели две широконоски, метров 50, наверное. Взял самца на мушку. Не знаю, уплывет, не уплывет, но не улетел. Самка улетела. Самец вот остался. Ну, хорошо. Инскадан. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть уток летят. Блин, сейчас туда в траву сядут, наверное. Говорят еще. И в траву туда плюх. Еще говорят, у птицы мозгов нету, как у курицы. Еще как есть. Светло, видят шалаши, чувствуют опасность. А там открытое место. И туда садятся. Так, что у нас по времени? 2:20, половина третьего. Ну, до 3 точно посидим, а там видно будет. Хоть огрелся немножко, пошевелился, пострелял. А то, блин, эти 2 часа ночью вообще дубака дал. На улице был минус. Судя по лодке, лодка вся белая. -2. По прогнозу на болоте все -5, наверное, было. И без спального мешка не жарко, я скажу вам. Так, широконоска там, чирок, шелохвость вроде бы, там широконоска 4. Около 5 уток должно быть. И Ромка 2. И утром еще стрелял. Будем собирать, будет видно. Так, все. Ой, блин. Чайковского хапанем. С ватрушечкой. Давай, садись, блин. Не села. Хотела сесть. Испугалась утиных тушек. Так хорошо налетала. Хохлатые черненький пофиг. А эти боятся. Раз, два, три. Надо выйти, собрать, что ли. Иначе ни одна утка сюда не сядет больше. Пойду-ка я соберу их, посмотрим. Потом, если что, опять зайду. Кроншнеп или как там его. В общем, птица с длинным клювом. Так, тем временем у нас утро. Солнце вот осветило уже макушки деревьев. Но я еще пока его не вижу. Здесь оно еще не появилось, и время без 15:03. Кулики. Летают все что угодно, но утки. Утки нет больше. Немножко на рассвете полетало и все.
Так что еще 15 минут посидим до 3, как обычно, и пойдем собирать урожай, что настреляли ночью. Посмотрим, что Ромка добыл. Все, тишина, как будто и не было ничего. Так, здесь у нас ничего не видно. Вот здесь вот ночью сели 3 или 4 утки, 2 вообще рядом. Я их видел, но было очень близко. И потом дал им уйти, и потом я их уже не увидел. Потом видел белое пятнышко чуть дальше, вот там вот. Выстрелил. Вроде осталось. Потом второе белое пятнышко подплывало. Туда тоже барахталось. Сейчас вот не вижу ни одной. Видать, были подранки и ушли. Ну, вдоль берега проплыву, посмотрю, может, что-нибудь найду. В общем, кругом звуки природы. В лесу птички поют. Здесь болотная дичь. Уток нет, гусей нет, никого нет. Ну как никого? Сейчас посмотрим, что-нибудь да найдем. Ну вот, 3 часа наступило. Четверг, 11 мая. Солнышко встает. Ну и хватит, наверное, на сегодня. Пошли собирать урожай. Что найдем, что не найдем. Тут 2 подранка получается. Попробуем добить. А нет, вот, вроде бы одна утка есть. Лежит вроде бы, вот она, расцвело, вот вижу. Это хорошо. Так. И здесь где-то еще одна должна быть. Ладно, что гадать. Поехали. Погреемся. Так. Ну что, поехали. Блин, где-то здесь утка живет. Под шалашом. Давай сначала ее попробуем найти. Это она здесь прячется. Гильза плавает моя. Заберем. Вот она, вот она. Видали, да? Вернее, слыхали. Где-то она здесь. По-любому подранок надо бы добрать. Только как его с такого расстояния стрелять-то? Еще гильза. Это не моя, Вовкина. Вот это моя зеленая. Я как-то уже помню по тем шалашом. Также заметил утку хохлатую чернить. И она у меня так и убежала. Не смог я ее добрать. Вернее, хорошо спряталась, так что вот нырнула куда-то, утопилась и все. Хрена себе популял сегодня. Прячется и никуда не уходит.
Я помню, там аж палкой так шурудил, и все, блин. Бесполезно. Не, она сейчас сдохнет, но отсюда не уйдет. Ладно. Пошли прокатимся, посмотрим, что мы напуляли.